Сегодня отмечается Всероссийский день библиотек, который по праву считается и профессиональным праздником библиотекарей. Чем живут библиотеки и их посетители, расскажут наши корреспонденты. Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве. Ну а первая государственная общедоступная библиотека в 1795 году в культурной столице России, Санкт-Петербурге. Кстати, она работает и до сих пор. В советское время библиотеки пользовались большой популярностью, поскольку только там можно было найти новые издания. И вообще самый широкий перечень книг для студентов, школьников и просто для чтения. Да и ассортимент книг тогда не был таким уж разнообразным. Наверное, поэтому Шурик так незаметно прошел через весь город, читая курс лекций в руках у незнакомой студентки. Сейчас в России функционирует более 150 тысяч библиотек, в которых работают тысячи квалифицированных специалистов. Амина Базоркина уже 16 лет работает в Ингушской национальной библиотеке и даже не заметила, как стала одной из лучших. В энциклопедии «Лучшие люди России» появилась строчка имени Амины Базоркиной. Библиотекарь – это человек, который необходим в нашей республике, необходим народу, потому что он же не является ученым, не обязательно это человек высокого, очень высокого уровня знаний, но это человек с открытой душой, с желанием помочь другому человеку, который в любой момент, когда к нему обратятся, придет на помощь. И, может быть, не ученый библиотекарь поможет ученому, профессору это, потому что наша задача и заключается в том, чтобы помогать людям. А в Ингушетии работает 49 муниципальных библиотек, в которых любой буквоед может найти книгу, которая придется ему по душе. В число первых 33 библиотек России, вписанных в глобальный проект «Национальная электронная библиотека», вошел и электронный контент Национальной библиотеки Ингушетии имени Джамалдина Индиева. В последние годы библиотеки в республике очень быстро развиваются. Поступает огромное количество новой литературы, и молодежь, придя сюда, может попросить любую книгу, даже что-нибудь веселенькое из Достоевского. Если раньше эта фраза была анекдотичной, то сегодня мы смело можем сказать «фантастика» на втором этаже. В 2013 году в Национальной библиотеке Ингушетии создан Центр «Доступная среда». С помощью высокотехнологичного оборудования незрячим и слабовидящим пользователям открываются большие возможности доступа к информации. Кстати, читают незрячие не только классику, но и сборники рецептов салатов из морепродуктов. Мы уже можем самостоятельно издавать необходимую для нас литературу. Но, конечно, приоритетное направление – это краеведческая литература, которая вообще не представлена в шрифте Брайля. Сейчас мы готовим к выходу сборника ингушских поэтов, стихов ингушских поэтов. Через несколько недель первоначальный макет будет готов, и уже мы к концу июня начнем к изданию данной книги. С появлением электронных гаджетов увлечение чтением отошло в мире на второй, а то и третий план. Но инициативная молодежь Ингушетии нашла простое решение этой проблемы. Благодаря так называемому буккроссингу каждый житель республики может оставить книгу на полке в общественном месте и тем самым попробовать себя в роли библиотекаря. На сегодняшний день в Республике Ингушетия около 3-4 полок, безопасных полок, которые расположены в общественные места. Это кафе, национальной библиотеки. В ближайшее время мы рассчитываем, что полки появятся в КПЦ «Издел», уже есть устная договоренность, также в лечебно-оздоровительном комплексе «Армхи». Знаменитая киношная фраза «не подскажете, как пройти в библиотеку» в современном обществе почти забыта. Теперь большинство интересуется паролями от Wi-Fi, но библиотека будет востребована до тех пор, пока в мире будут читающие люди. А если вы не знаете, с чего начать, вам поможет библиотекарь. Читают те, кто верит в силу слова и делают свой кругозор шире. Амир Цичоев, Залина Могушкова, Элис Досхоев. Новости 24.